В эфире программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе мы с интересом наблюдали за довольно плотным потоком важных новостей. Одна из них – заседание межправительственной комиссии Абхазии и России, где шла оценка сделанного в рамках инвестпрограммы, рассчитанной на 2017-2019 год, и уже окончательно было определено, что будет в инвестпрограмме 2022. Также пристальное внимание привлек суд по иску кандидатов в президенты Алхаса Квициня и несколько кадровых назначений районного и республиканского уровня. 16 декабря президент Рауль Хаджимба представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя Адгура Агарба. Представленная президентом в парламент страны кандидатура Агарба была единогласно одобрена депутатами на сессии парламента 12 декабря. 17 декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил на должность вице-премьера и министра экономики республики Адгура Ардзенба. Сменился руководитель Ачимчирского района. Вместо Гиви Допуа администрацию района возглавил Геннадий Цвижба, который ранее работал заместителем главы администрации Гагарского района. Под конец недели город Пицунда получил нового мэра. Главой администрации Пицунды стал Алхас Шамба. Заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией стало важнейшим событием недели. Представители российского правительства прибыли в Сухум 18 декабря, чтобы вместе с абхазскими коллегами решить, что войдет в инвестпрограмму, рассчитанную на 2020-2022 годы. Российские чиновники также оценили, насколько успешно реализованы мероприятия в рамках прошлой инвестпрограммы, непосредственно побывав на объектах. Совместная делегация во главе с руководителями абхазской и российской частей межправкомиссии, премьер-министром Абхазии Валерием Ганба и заместителем председателя правительства России Виталием Мутко посетила электроподстанцию Гагра-1, Гагарскую школу номер 1, детский сад в городе Новый Афон. После инспекции объектов состоялось 18-е заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазией и Россией. На заседании межправкомиссии обсудили ход реализации текущей инвестпрограммы и утвердили новую программу на 2020-2022 годы. В новой инвестпрограмме предусмотрены мероприятия по ремонту и восстановлению дорожной инфраструктуры, электроэнергетических сетей в Абхазии, а также строительство новой детской больницы в Сухуме. После заседания состоялся пресс-подход для журналистов. Утвердили, понятно, ход нынешнего инвестпрограммы, утвердили, самое главное, будущую инвестпрограмму. Мы и до этого говорили, сейчас говорим, она в основном больше всего инфраструктурных проектов, это дороги, это энергетика, которая нам очень нужна. Есть социальный проект, это детская больница в городе Сухум, республиканская, которая тоже нам очень нужна. Вот такие в основном параметры. Сегодня и президент страны перед нами ставит такие серьезные задачи по поддержке. Поэтому то, что мы сегодня решили, это как раз дает некую перспективу. Это такая серьезная большая программа до 2022 года. И она как раз направлена на снятие ограничений, на поднятие экономического собственного потенциала. Мы там договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства, чтобы открыть больше возможностей для совместного, ведения бизнеса. До начала пленарного заседания межправкомиссии с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко встретился президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства отметил важность обсуждения будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию и подведения итогов реализации мероприятий предыдущего периода. Тот объем работ, который сегодня предстоит на 18-м заседании нашей межправкомиссии, я надеюсь на то, что он будет достаточно активно проработан, и те планы, которые обозначены, 8 наших пунктов, которые мы должны с вами обсудить, я надеюсь, получат достаточно позитивный характер. Несомненно, для нас важно, основная, как вы и заметили, задача – это реализация тех мероприятий, которые обозначены в инвестпрограмме. Обсудить и то, что сделано за период 17-19 год, и, конечно, те мероприятия, которые предстоят за период 2020-2022 год, выполнить нам. Несомненно, это дает положительную динамику развития самой Абхазии, создает условия прироста и финансовых возможностей в целом. Побывали сейчас мы на объектах различных социальных, инженерной инфраструктуры, были на Гагарах, по Сухум погуляли, в Афоне посмотрели.
школы, детский садик. Ну, в целом, все, мне кажется, на хорошем уровне идет и работа. Так что в целом спасибо за внимание. Мы уже по ходу очень много вопросов обсудили. И, в принципе, по завершению нашей, вот, скажем, программы, которая в декабре заканчивается, контуры программы, они подготовлены уже на 2020-2022 год. Ряд еще вопросов. Так что в целом очень хорошее впечатление от университета. С молодежью пообщались. Об основных направлениях инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, мероприятиях, включенных в этот документ, и средствах, которые планируется затратить на важнейшие для Абхазии объекты, мы побеседуем с вице-премьером правительства Абхазии, министром финансов Джансухом Нанба. Здравствуйте, Джансух Эдуардович. Здравствуйте. В середине этой недели состоялась межправкомиссия, на которой были оценены итоги прошлой инвестпрограммы и определили, какой будет инвестпрограмма, рассчитанная на 2020-2022 годы. Как финансист, с точки зрения финансовой, могли бы вы сказать, есть ли какие-то особенности у этой инвестпрограммы? Совершенно верно вы отметили, что 18 числа в городе Сухум проводилась уже традиционно второй год подряд. В конце года мы проводим межправительственную комиссию. На данной комиссии подводятся итоги по результатам прошедшего года. В данном случае мы завершаем инвестиционную программу 2017-2019, итоги которой мы подвели, и, соответственно, утвердили новую программу инвестиционного развития, социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020-2022 года. Если говорить об отличиях, то, наверное, первое для меня как финансиста – это небольшая разница по сумме. Инвестпрограмма 2017-2019 составляла у нас 5 миллиардов 467 миллионов рублей. Инвестпрограмма на 2020-2022 года составит 4,5 миллиарда рублей. А в целом, если говорить о сравнении, то сохраняются, в принципе, те же подходы. То есть речь идет в первую очередь о восстановлении и строительстве инфраструктурных объектов, которые будут снимать в последующем все ограничения социально-экономического развития нашей страны. Во время пресс-подхода был вопрос о том, будет ли включено в инвестпрограмму, может быть, не в эту, но в нынешнюю, то есть возможности какие-либо по строительству каких-то предприятий. Скажите, пожалуйста, это вообще предполагается? Упомяну, что одним из принципов, подходов к новой инвестпрограмме также является развитие реального сектора экономики. В инвестпрограмме, утвержденной на данном этапе, конкретных инвестиционных проектов в части реального сектора экономики пока отсутствуют, но вполне возможно, что в течение исполнения этой инвестиционной программы по обоюдному согласию российско-абхазской стороны будут внесены соответствующие уже такие проекты. Разница в финансировании практически в 1 миллиард. Скажите, и количество объектов тоже сокращается, и в связи с этим как отдавались приоритеты, как вообще определялось то, что более важно для Абхазии? Вообще вы знаете, что была проведена очень большая работа в период подготовки и формирования проекта инвестиционной программы. Именно поэтому многие наши коллеги, в том числе и депутатский корпус, очень часто задавали вопрос, почему вы, как говорится, не можете показать нам точный перечень тех объектов. Все дело в том, что работа была кропотливая, и время от времени этот проект менялся. И, соответственно, 18 числа мы утвердили именно итоговую позицию. Как происходит подбор объектов? Кабинетом министров собирается сводная информация со всех наших районов.
значит, по обращениям глав администрации районов и города Сухум о наиболее важных и приоритетных социально значимых объектах, которые необходимо восстановить. Безусловно, объектов было гораздо больше, и потребность, так скажем, нашей и инженерной инфраструктуры и социальных объектов, она гораздо больше. Но исходя из тех объемов финансирования, которые запланированы в бюджете Российской Федерации, были отобраны наиболее приоритетные и, что не менее важно, реальные к исполнению объекты, которые и нашли свое отражение в новой инвестпрограмме. В каких сферах находятся эти объекты? Какие направления будут охвачены? Ну, если мы говорим о инвестпрограмме новой, то необходимо сказать, что она у нас состоит из 8 разделов. Значит, могу даже по цифрам проинформировать. Первый раздел – это развитие автодорожной сети с объемом финансирования в 1 миллиард 173 миллиона рублей. Второй раздел – модернизация электрических подстанций и распределительных сетей с объемом 725 миллионов рублей. Далее раздел развитие города Гагра как курортно-туристического центра. 660 миллионов рублей запланировано на данный раздел. Водоснабжение и водоотведение – немаловажный раздел, который предполагает финансирование в объеме 1 миллиард 103 миллиона рублей. Здравоохранение – 200 миллионов рублей. Речь идет о строительстве республиканской детской больницы. Ну и есть еще в программе такие разделы, как система обращения с отходами производства и потребления, организационные и прочие мероприятия и противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия. Вот такова структура новой инвестиционной программы. Ну, вообще очень много говорилось об этих объектах. Вот лично я, как журналист, да, расспрашивала. Но вот о последнем пункте, кстати, очень мало известно. Могли бы вы нам раскрыть, скажем так, скобки, что там будет? Вы про последний раздел? Да. Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия. По данному разделу у нас предполагается одно мероприятие, это противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия русла реки Басла. Это второй этап, то есть первый этап у нас был запланирован в программе 17-19 и вот в новой программе будет завершен. Ну и, конечно, всех жителей Абхазии обрадовала новость о том, что наконец-то начнется строительство республиканской детской больницы. Еще раз напомните, сколько средств будет направлено именно на этот объект. И вообще немножечко о сроках. Уложимся ли в эти до 2002 года, в эти рамки? В инвестпрограмме объект республиканская детская больница утвержден в объеме финансирования 200 миллионов рублей. Хочу проинформировать, что изначально предполагается, что 2020 год будет полностью посвящен детальной разработке проектно-сметной документации, так как речь идет о строительстве совершенно нового объекта, то есть не о капитальном ремонте имеющегося здания детской больницы, о строительстве нового. Это обусловлено тем, что, во-первых, действующая больница, точнее помещение, в котором располагается больница, не совсем пригодно для такого рода учреждения. Ну и, соответственно, жизнь не стоит, значит, появляются новые требования, и для удобства было принято решение расположить этот объект, значит, непосредственно на территории республиканской больницы. Тем самым нам удается, значит, локализовать целый комплекс медицинских учреждений в одном месте, что будет в первую очередь удобно для граждан, которые
приезжая туда, могут получить весь практически перечень медицинских услуг. Ну и, безусловно, это будет более эффективно и удобно для самих людей. Я имею в виду медицинский персонал и врачей, которые могут экстренно и оперативно перемещаться в этих зданиях. А на какое количество людей, пациентов рассчитана больница? Будет рассчитана больница? Пока еще? Таких подробностей я вам, к сожалению, сказать не могу, но могу сказать точно, что это будет полноценная детская больница, которая обеспечит потребности Республики Абхазия. А что о сроках? По срокам, значит, как я сказал ранее, проектирование, проектно-сметная документация планируется на 2020 год. Ну и строительство должно быть завершено в 2021 году. То есть В 2022 году, соответственно, планируется разбитые, значит, мероприятия по этапам, и к концу новой инвестпрограммы этот объект должен быть это я почему спрашиваю? То есть полное завершение и внутренние работы. Безусловно. А что касается оснащения? Дело в том, что на данном этапе не разработана проектно-сметная документация, в которой указываются все особенности и, безусловно, оснащение. Но, значит, по той работе, которая была проведена по данному объекту, безусловно, речь идет о сдаче полноценного, способного к работе объекта, оснащенного современным оборудованием. Еще почему я так заостряю внимание на сроках, потому что мы знаем, что некоторые объекты из прошлой инвестпрограммы были перенесены на этот этап, да, и вот, например, Кварчальская больница, и там все еще продолжаются работы, и вот на каком они находятся сейчас этапе, потому что это тоже очень важный объект для населения Абхазии. Ну, безусловно, в рамках реализации таких масштабных проектов, как минимум для Республики Абхазия, где предусмотрено так много мероприятий и объектов, бывают какие-то сдвиги по срокам и так далее, что и произошло у нас в центральной районной больнице города Кварчал. Вот. Но самое главное, что данный объект будет завершен и сдан. Да, это будет чуть позже, уже в следующем году, но все необходимые мероприятия и объем финансирования, которые необходимы для завершения этого объекта, они предусмотрены. Во время межправкомиссии звучали оценки того, как была выполнена инвестпрограмма 17-19. Вот какова она была, основная оценка? Ну, Звучали ли какие-то критические замечания? Безусловно, я еще раз хочу отметить, что в подобных проектах не бывает все четко по плану. Потому что объекты, которые строятся для Абхазии, они достаточно сложные. Они включают разработку проектно-сметной документации, да, с которой у нас тоже иногда возникают проблемы. То есть ошибка, которая была допущена на этапе проектирования, может очень серьезно негативно повлиять на реализацию данного проекта. Безусловно, какие-то отклонения имеются, но в целом, давая оценку, да, значит, проделанной работе, и российская сторона, и, в принципе, руководство нашей страны, можно сказать, дали достаточно хорошую оценку проведенной работе, но, безусловно, обращая внимание на те моменты, которые нужно усилить, которые нужно проконтролировать для повышения эффективности реализации уже следующей программы. А с чем связано сокращение финансирования инвестпрограммы 2022? Ну, факторов здесь несколько. В первую очередь я должен сказать, что как говорится, мы этот момент не обходили, это и ситуация в Российской Федерации самой. То есть мы четко отслеживаем и те бюджетные процессы, которые происходят в Российской Федерации, вот, и на следующую программу нам определена именно такая сумма. Да? Это один из факторов, который вот повлиял на объем финансирования следующей программы. Ну и, безусловно, есть, конечно, и замечания и с нашей стороны, и с российской стороны к
тем или иным мероприятиям. Вот то, что я говорил ранее, это и проектная документация, и определенные объекты, к которым есть вопросы определенные. Ну и как следствие это, так скажем, освоение. Вот. Но есть четкая задача, поставленная и президентом нашей страны, и руководством Кабинета министра, в части четкой реализации следующей инвестпрограммы. То есть мы должны со своей стороны показать, что мы вышли на тот уровень развития, при котором мы можем определенные суммы денежных средств на инвестпрограмму осваивать в полном объеме. Это позволит нам, в свою очередь, уже выходить с предложением к российской стороне, изыскивать какие-либо возможности по ее увеличению. Это уже будет совсем другая история. Ну, я уверен, что мы к этому обязательно придем. Да, и я думаю, что в этом деле, вот чтобы все было четко и ничего не переносилось, и все укладывалось в те средства, которые выделены, и все вовремя осваивалось. Вы сказали, очень важно в этом плане, правильный проект важен, да? Скажите, вот кто занимается проектированием, наши специалисты или привлекаются ли специалисты из других стран? Если говорить о практике, да, как правило, это наши организации, которые разрабатывают проектно-сметную документацию. Далее вы знаете, что существует механизм, проведения достоверности стоимости проектно-сметной документации уже в Российской Федерации. Вот, проводится экспертиза. Но в новой программе у нас предусматривается объект 1 – пенитенциарное учреждение. Вот. Тюрьма. Тюрьма, да, говоря по-простому. Вот по этому объекту установлены отдельные требования по разработке проектно-сметной документации именно по стандартам и нормам Российской Федерации. Потому что объект сложный, и есть, как говорится, опасения, что своими силами разработать проектно-сметную документацию, которая отвечала бы всем требованиям и безопасности, и содержания заключенных, мы своими силами не сможем разработать. Вот. А во всех остальных проектах, в принципе, все это делается собственными силами. На это учреждение сколько средств будет направлено? Ну, пока речь идет только о разработке проектно-сметной документации, вот, и закладываются объемы финансирования всего на данный объект 131 миллион рублей. Вот, на 2020 год планируется 40 и на 2021 91 миллион. Строительство самого объекта – это очень большие финансовые вложения требуются, и они, соответственно, будут определяться уже позже. Есть ли уже планы по тому, где будет находиться это здание? Ну, насколько мне известно, рассматривается локализация этого объекта в Глурепском районе. Вот. Но более подробную информацию мы можем озвучить только когда будут утверждены соответствующие документы, отведен земельный участок и так далее. Скажите, а кроме российских примеров, будет ли учитываться какой-то другой опыт при проектировании здания? Ну, безусловно, мы со своей стороны будем изучать и зарубежный опыт. Ну, на самом деле, подобного рода здания, они все являются сложными. Вот, и существуют как российские, так и определенные международные стандарты строительства подобных объектов. Какова будет этажность здания? Не могу ничего Еще сказать пока непонятно, да? Да, то есть все это будет известно после того, как будет разработана проектно-сметная документация. Да, мы сказали, что финансирование инвестпрограммы как бы уменьшилось вот на этот раз. Вы, как министр финансов, скажите, пожалуйста, есть ли возможность компенсировать
как бы вот эту нехватку из государственного бюджета республиканского? Ну, я бы так вопрос не ставил, не то что компенсировать, да, мы не компенсировать силами надо. Собственного бюджета тоже осуществляем ряд значит, мероприятий, связанных и с капитальным ремонтом, и со строительством, значит, объектов, да, это совсем другие цифры, как говорится. Вы знаете, что у нас в бюджете на 2019 год была предусмотрена сумма в объеме 250 миллионов рублей вот, на ремонтно-восстановительные работы различных объектов. Вот. Программа практически исполнена на 100% в этом году. Планируется к принятию аналогичная программа на 2020 год. То есть своими силами тоже, безусловно, те или иные, так скажем, вопросы решаем. Но если мы с вами говорим о вот таком масштабном, да, финансировании, то это, безусловно, в первую очередь инвестиционная программа. Скажите, следующее заседание межправкомиссии, о чем там будет идти речь? Она обычно раз в год проходит, все собираются и, видимо, сверяют часы, на каком этапе что находится. Так понимаю? Ну, на самом деле материалы, так скажем, и работа, которая озвучивается и рассматривается на межправкомиссии, она гораздо объемнее, чем то, что, да, значит, публикуется так скажем, в сжатом виде в средствах массовой информации. То есть там существуют различные, значит, перечни поручений сопредседателей, существуют различные решения сопредседателей, которые принимаются в период между межправкомиссией для решения наиболее важных, остро стоящих вопросов. И, кстати, одним из вопросов повестки НПК было и утверждение вот этих вот решений, которые были приняты. Я бы хотел напомнить, что в рамках решений, которые были приняты сопредседателями, нам удалось приобрести достаточно большое количество автобусной техники, которую вы можете сегодня видеть и в городе, и в районах. Нам удалось приобрести, значит, специализированные машины скорой помощи. Нам, значит, предоставили такую возможность приобрести специальную технику по, значит, перевозке мусора. Более того, хочу сказать, что в рамках данной межправкомиссии российская сторона согласилась с предложением абхазской стороны о выделении дополнительных средств в объеме 7 миллионов 900 тысяч на приобретение спецтехники для города Сухум. Речь идет об уборочной технике, трактор, тонар, погрузчик. То есть мы всячески пытаемся оснастить наши и местные органы власти, в том числе, необходимой техникой, которая позволит им более качественно и на более высоком уровне выполнять свои функции и задачи. Благодарю вас за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Всего Спасибо доброго. за приглашение. Конвенция ООН о правах ребенка переведена на абхазский язык. В Доме детского творчества «Айнар» состоялась презентация издания. Кроме того, здесь же состоялась выставка детских рисунков воспитанников Дома творчества. Репортаж Эсма Голландия. В этом году во всем мире отпраздновали 30-летие со дня принятия Конвенции о правах ребенка, важного документа, регламентирующего права юного поколения на международном уровне. К этому событию Детский фонд ООН в Абхазии приурочил выпуск издания на абхазском языке. Сегодня мы здесь для того, чтобы отпраздновать 30-летие со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Это значит, что у каждого ребенка есть право на жизнь, на здоровье. У каждого ребенка есть право на то, чтобы полностью реализовать свой потенциал. И мне доставляет огромную радость и счастье быть сегодня здесь и видеть эти творческие работы детей и самих детей.
Перевод текста конвенции выполнила Тамила Аршева, скорректировала Светлана Курсая, дополнила иллюстрациями Анана Ломия. Организацией ЮНИСЕФ были опубликованы 2 вида изданий – брошюра с официальным текстом и книга с красочными рисунками, адаптированная для детей младшего возраста. Коллеги, друзья, уважаемый господин Хенлон, мы вас поздравляем с сегодняшним событием, с 30-летием принятия конвенции о правах ребенка. Мы знаем, что это самый ратифицируемый документ в мире. Сегодня многие страны отмечают это событие. И то, что в такой день вышло вот такое замечательное издание, иллюстрированное на абхазском языке, конечно, это стоит особого внимания, и поэтому огромная вам благодарность. В рамках мероприятия воспитанники Дома творчества Айнар выставили свои рисунки. Маленькие художники изобразили красочные пейзажи, натюрморты, портреты людей, животных и персонажей сказок. Некоторые рисунки умиляли, другие удивляли и восхищали, заставляя задуматься о том, что детская картина не просто отражение способностей ребенка, а его мысли и взгляд на жизнь. Я здесь нарисовала рисунок балет, потому что я с тех пор занимаюсь балетом с 4 лет. И я нарисовала здесь, как мы занимаемся классикой. Я хочу стать учительницей по балету, чтобы всех учить крутыми движениями. Я хотел медузу нарисовать, когда первый раз пришел, но у меня получилось вот так. Я не знала, что нарисовать. У нас в школе была тема про медузу. Люблю там природу рисовать, Новый год, но он же наступает. Это портрет моей тети. Она здесь переводила на русский язык с английского. Я люблю рисовать животных, природу. Значение подобного рода мероприятий отметил исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчия. Сегодня столько прекрасных, красивых. Я вот Лиле Эдуардовне уже показывал. Смотри, какие дети красивые, все очень интересные, глаза у всех такие яркие, ясные. Дай Бог, чтобы у них жизнь сложилась красивой, плодотворной, интересной. Я думаю, что вот такие праздники вообще способствуют развитию наших детей, мышления их, мировоззрения. Конвенция о правах ребенка гласит, что детям должны быть доступны не только образование и здравоохранение, но и условия для развития их творческих способностей и талантов, а также среда счастья, любви и понимания. Эсма Гуланзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. 17 декабря спикер Народного собрания Валерий Кварчия принял членов турецкой политической партии «Ватан». Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей в политической, экономической и культурной областях. В ходе встречи председатель турецкой партии Догу Пиринчек и председатель республиканской общественной организации «Лига друзей Абхазии» Астамур Логуа подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает содействие сторон в расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, привлечение внимания мировой общественности к проблемам международного признания Республики Абхазия. С Астамуром Логуа побеседовала Амелия Бисмарк. Астамур, на этой неделе в Абхазии прибывала делегация из Турции во главе с председателем партии «Родина» Догу Пиринчеком. В рамках этого визита было подписано соглашение о сотрудничестве. Расскажите, пожалуйста, что оно подразумевает. Важно и нужно отметить, что состав делегации был достаточно широким. В нем были не только представители политической партии, но и бизнес-круги, представители, скажем так, не только Турции, но и государства Северного Кипра, так называемого турецкого Северного Кипра. Полномочный представитель главы Северного Кипра был одним из участников данной делегации. Мы встретились за день до того, как мы подписали соглашение, пообщались, провели небольшой круглый стол, рассказали о сегодняшней ситуации внутри Абхазии, за пределами, как в парламенте, в Международном комитете и через Лигу друзей Абхазии стараемся выстраивать отношения с внешним миром, находить друзей, которые будут доносить правду об Абхазии в своих странах. И потому было принято решение подписать такого рода соглашение между политической партией «Ватан» и, в первую очередь, общественной организацией «Лига друзей Абхазии»,
которая, как вы знаете, не первое такого рода соглашение подписывает. У нас есть соглашение с Ассоциацией друзей Крыма, через которую мы нашли многих друзей с разных стран мира. Люди, которые готовы и сегодня, значит, открывать представительство Абхазии. Даст Бог, в следующем году в Индии откроется представительство в рамках вот наших соглашений. И Догу Перенчек с большим удовольствием поддержал наше начинание и сказал: я абсолютно готов поддерживать все начинания вашей организации, представлять ее, находить для вас новых партнеров, тех людей, которые будут, значит, доносить правду об Абхазии во весь мир. Второе, значит, они предложили нам подписать коммюнике, в котором уже в рамках Комитета по международным делам и этой партии мы подписали совместное коммюнике, обращение ко всему миру, где говорится, что мы за то, чтобы в Черноморском бассейне, как минимум, и уже шире говоря, Средиземноморье и во всем мире не было конфликтов. Мы против того, чтобы расширение НАТО двигалось в сторону границ России. Мы против того, потому что это создает напряженность вокруг России, а мы живем, скажем так, на границе с Российской Федерацией. Нужно отметить и то, что мы в коммюнике говорилось о признании Абхазии со стороны Турции, со стороны Северного Кипра. И наши друзья, которые здесь побывали, говорят, что они теперь будут в Турции, используя все свои возможности, медийные и так далее, продвигать вопрос признания Турции и Республики Абхазия. Говорилось о том, что мы против, значит, введенных санкций, против Российской Федерации, Турецкой Республики, против Ирана, против Абхазии, мы против вообще санкционной войны. Следующее, мы там отметили и тот факт, что нужно наконец-то признать состоявшиеся реалии. Это немножко другая сторона, да, другое дело, но Крым является сегодня неотъемлемой частью России, и мы это тоже, значит, подытожили в своем коммюнике. Потому, как мне кажется, что мы своими действиями, и комитет, и Лига друзей, и в целом парламент, добиваемся того, чтобы расширить круг наших друзей. И сегодня у нас, как мне кажется, появилась хорошая, серьезная опора на турецкой земле, где, безусловно, проживает как наша диаспора, но мы не должны замыкаться в работе только с диаспорой. Появляются уже и политические партии, и организации, которые готовы продвигать наши интересы, вопросы, связанные с признанием абхазской государственности. Также немаловажно отметить и представителей бизнеса, которые были. Они говорили о том, что мы можем ставить вопросы через гуманитарную сферу, говоря о 500-тысячной абхазской диаспоре, которая хочет иметь возможность ездить напрямую на свою родину. Это разговор о морском сообщении. Стоял вопрос аэропорта. И здесь наши друзья говорят, что будут содействовать в решении всех этих вопросов. Я очень надеюсь, что время меняется вокруг нас очень быстро, и геополитика меняется очень быстро. И надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями какого-то резкого поворота наших соседей и возможного даже признания суверенитета Абхазии со стороны Турции. Я хотел бы отметить, что мы и в прошлом году, весь прошлый год занимались выходами на Северный Кипр, стараясь подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве. И наши друзья, которые вот сейчас были здесь, они сказали, что мы в этом вам, безусловно, поможем. И в ближайшее время ждем приглашения со стороны Северного Кипра на подписание такого рода соглашения. Также надо отметить, что в делегации были, значит, научные представители университета, Трабзонского университета, да, которые обещали нам разработать и провести на базе Трабзонского и Стамбульского университетах научную конференцию о ситуации с непризнанной Абхазией, с тем, что ее надо признавать, куда будут приглашены видные абхазские общественные политические деятели. Надо отметить, что это, конечно, не наш, может быть, уровень уже, но они объявили о том, что они будут заниматься вопросами, связанными с возможностью приезда на турецкую землю президента Республики Абхазия Рауля Хаджимова, и организовывать визит взялись именно они. Я хотел бы также отметить, что буквально вчера уже наши друзья скинули мне, значит, фото-видеоматериал, размещенный на турецких и на кипрских сайтах
газетах, видео, телевидении, посвященный вот их приезду в Абхазию, подписанию соглашений как с парламентскими организациями, так и встречах с президентом, встречах, которые они проводили в Абхазии. Организация «Лига друзей Абхазии», которую вы возглавляете, была создана чуть более года назад. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы этой организации, о планах и о работе за год. Нужно отметить, что она создавалась в канун 25-летия победы Абхазии. Вы знаете, давно достаточно об этом думал, но, как мне кажется, пришло время формализовать всех наших друзей. У нас их немало, но они не присутствовали в одной организации, может быть, они не так часто встречались, а мы стали делать эти встречи более частыми, как в Абхазии, так и за ее пределами. Мы с первого дня ищем себе партнеров и друзей, и вы видите, уже есть какие-то плоды, результаты, находим для себя таких партнеров, которые будут везде отстаивать позицию Абхазии, везде будут представлять ее. Нам тяжело, мы маленькая страна, мы не можем во всем мире открывать для себя представительства, содержать их, вы понимаете, о чем речь. И такого рода друзья, которые готовы пойти навстречу и поддержать наш суверенитет, поддержать наши мысли, они сами готовы к таким поступкам. Знаете, наверное, было недавно соглашение подписано об абхазо-австрийском сообществе. Да? И приезжал представитель, который открыл в Австрии сообщество. На этом же форуме, в рамках форума «Друзей Крыма», мы познакомились с представителями Индии, серьезных политических кругов, которые нам обещали в начале 2020 года приехать с большой делегацией в Абхазию. В делегацию, опять же, будут входить не только политики, но и представители бизнес-кругов, медийного сообщества. Они хотят увидеть своими глазами Абхазию и сказали, что они тоже готовы открыть представительство в Индии, которое будет продвигать интересы Абхазии, которое будет ставить вопросы не только экономики, но и политики, в первую очередь, для моей работы комитетской. И мне кажется, что мы на правильном пути. Провели мы не одну встречу и конференцию. Вы знаете, наверное, буквально недавно, например, мы были приглашены уже в рамках наших союзнических отношений с друзьями Крыма в Белград, в Сербию. На белградской земле, на сербской земле, уже в центре Европы. Мы говорили об Абхазии. И там было много представителей европейских стран, которые пока еще плохо знают ситуацию внутри Абхазии, но даст Бог. Буквально вчера я обсуждал и с президентом страны, что мы готовимся на следующий год, ближе к лету, провести форум за мир в Абхазии, куда будем приглашать представителей разных стран, политической, экономической элиты, в том числе европейских наших друзей, которые есть в Абхазии уже, и хотим познакомить их с Абхазией, рассказать ситуацию об Абхазии, и очень надеемся, что этот форум станет такой отправной точкой работы в европейском направлении. Я бы еще хотел отметить, что Лига друзей Абхазии всегда будет стоять на страже, безусловно, интересов абхазского народа, абхазской государственности, но в том числе мы будем всегда поддерживать и находиться рядом с теми организациями и друзьями, которые поддерживают в общем нашу государственность абхазскую. Я сейчас говорю как раз о Российской Федерации, о том же примере Крыма, я говорю сейчас о Турции, и не может быть, у нас очень похожая, говорят, судьба, вот мы все больше узнаем о Северном Кипре, и я очень надеюсь, что наши отношения будут динамично развиваться и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики, и с точки зрения гуманитарных вопросов. Вы знаете, что на Северном Кипре учатся, как мне кажется, с десяток абхазских студентов. Я должен отметить, что образование Северного Кипра на очень высоком уровне, университеты, дипломы их признаются во всем мире. И я думаю, что нам нужно развивать отношения с любыми странами, которые готовы поддерживать нашу линию и наше стремление к суверенности нашей. Можно сказать, что это работа в рамках работы комитета, который вы сейчас возглавили? Вы знаете, я должен отметить, что Лига друзей Абхазии – это большое подспорье для комитета по международным делам, парламентского комитета Абхазии. Потому что, поймите, есть еще в мире люди, которые, может быть, не готовы встречаться в парламентских стенах, говорить об официальном уровне, но готовы на базе общественной организации выступать, говорить и поддерживать все наши начинания.
18 декабря суд кассационной инстанции отложил рассмотрение жалобы Алхаса Квициния на решение Верховного суда, признавшего недействительным итоги выборов президента Абхазии до 9 января. В ходе заседания адвокат истца Инга Габилая потребовала отвод судьи Романа Кварчия из-за того, что у него истек срок полномочий. Судьи удалились на совещание для решения вопроса об отводе, после чего отказались удовлетворить ходатайство стороны истца. Свое решение судьи объяснили тем, что, несмотря на истечение сроков полномочий судьи Романа Кварчия, он может продолжать свою деятельность до окончания рассмотрения дела с его участием. Кроме того, судья Тимур Тарба подчеркнул, что полномочия Кварчия могут быть прекращены лишь решением квалификационной коллегии. Одно немаловажное уточнение для сторон и заинтересованных лиц. Сегодня у нас 18 декабря. Если мне не изменяет память, 20-й день, это максимальный день, да, больше мы не можем, меньше. Мы входим с вами в новогодние праздники. Срок истекает, это 20-дневный 7 числа, календарно, 7 января. Понятно, что 7 января не рабочий день, соответствующий производственный календарь имеется, утвержден Кабинетом министров. И у нас получается, исходя также из норм закона, первый рабочий день 9 января уже 2020 года. Таким образом, разбирательство откладывается на срок 12 часов 9 января 2020 года. По данным МЧС Абхазии, в районе села Акапа Сухумского района горит лес. По тревоге были подняты спасатели. На место пожара отправлен спецтранспорт. Но так как это труднодоступный участок, машина подъехать к очагу возгорания не может. По словам начальника пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимура Квициния, который приводит информагентство «Спутник Абхазия», если пожарным удастся пешком дойти до места, то тушить пожар будут вручную. Квициния добавил, что в настоящий момент пламенем охвачено около половины гектара леса. К тушению привлекли около 20 спасателей МЧС республики. Основной причиной возгорания Квициния назвал человеческий фактор. В субботу, 21 декабря, в Сухуме в торговом центре «Националь» открылась сельскохозяйственная ярмарка, на которой более 70 мастеров со всех районов республики представили разнообразный ассортимент своей продукции. Мероприятие организовано Центром по развитию сельского хозяйства и села при совместной поддержке ПРООН и Евросоюза. Саид Джарсалия побывал на ярмарке. Новогодние игрушки, декоративные изделия для домашнего интерьера, ювелирные, кондитерские изделия и еще много удивительных, красивых и вкусных хендмейд-продуктов мастеров из районов и городов республики можно было увидеть на хобби-ярмарке. В большом количестве были представлены игрушки и новогодние украшения для елки. Мастер Кристина Инапш решила порадовать посетителей игрушками и куклами из пряжи, сделанные своими руками. Занимаюсь я рукоделием со школы, со школьных времен. Но как бы побольше времени появилось, попробовала вот связать свою первую игрушку. Мне очень понравилось вязать именно вот из плюшевой пряжи, потому что сама пряжа очень такая, она гипоаллергенная. Дети очень любят, она приятная на ощупь, развивает моторику детей, потому что здесь как бы все вот эти петельки чувствуют дети пальчиками, им очень нравится это. На ярмарке можно было встретить и ручные изделия скульптурной живописи. Чтобы освоить навык создания поделок из декоративной штукатурки, молодой мастер Екатерина Марухба получала знания в специальной школе. Скульптурной живописью начала заниматься только недавно. Поехала, обучилась у Евгении Ермиловой. Это основатель техники скульптурная живопись. И вот с новыми знаниями приехала сюда для того, чтобы всем показать вот такую технику. Кондитерскими изделиями Милана Ахиба занимается уже второй год. По словам молодого кондитера, пончики из дрожжевого теста, покрытые различными видами глазури, всегда пользуются большим спросом в республике, и поэтому она уже задумывается о расширении своего сладкого бизнеса. Пока что заказать ее изделия можно через социальные сети. Вдохновил меня на это мой папа,
Он очень любит пончики, и вот мы с моей сестрой начали этим заниматься. Пока не открылись, но очень сильно хотим. Очень много заказов. Так как мы дома, не всегда получается вывозить это все. Хочется, конечно, какую-то определенную точку, чтобы вы приходили к нам, и мы вас радовали этим всем. На ярмарке можно встретить также и совсем юных мастеров, которые представили свои поделки. Рукодельнице Сарии всего 13 лет. Школьница призналась, что вязать – это ее любимое хобби. Корзиночки вот такие из трикотажной пряжи снуды. Также выставляем венки. Все делаем сами. Я занимаюсь этим где-то уже 4-3 года. Мне это очень нравится. И к ярмарке готовились очень долго. И надеемся, что все останутся довольны нашими работами. Предновогодняя ярмарка сельхозпродукции уже 4-я по счету в уходящем году. Ее инициаторы отметили, что с каждым разом количество желающих принять в ней участие растет. Организаторами ярмарки является Центр по развитию сельского хозяйства и села, финансируемые совместные программы развития ООН и Евросоюза, и студия «Хобби и ты». В ярмарке приняли участие более 70 участников. Это такая бесплатная платформа, на которой люди могут реализовать свою продукцию. Сельскохозяйственная ярмарка увлечений будет проходить 2 дня и завершится 22 декабря. Саид Жарсалия, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. 25 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится выставка абхазских художников на премию «Лучший художник года», на которой будут представлены работы в жанре живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Прием работ на соискание премии начался в понедельник, 16 декабря, и завершился в среду, 18 декабря. Выставку на премию «Лучший художник года» Министерство культуры проводит совместно с Союзом художников с 2002 года и ставит перед собой задачу поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.